знаете, вот все, что не происходит, всегда происходит вследствие чего-то, естественно, да, но никогда не бывает просто так. У нас в крымском и алтайском народе всегда говорят, что когда какая-то дверь закрывается, две другие открываются. То есть надо просто увидеть эти две другие двери. Это по-крымско-татарски это называется хайровар, говорят. Да, вот хайр, это то, что, во-первых, Украина поняла, кто такие крымские татары. Крымские татары избавились от этого вот клейма, который у них был 70 лет, русскими навешен клеймо, что это враг, предатель, все такое прочее, который предал Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Сейчас мы видим, кто предатель, и действительно, кто оккупант и кто враг. И это клеймо смылось. То есть вот это вот двери, которые открываются, и следующая, самая такая вот для нас важная дверь, это крымско-татарский Крым, но это не значит, что мы туда придем, как крымские татары, как каратели, и будем там уничтожать все русское, или там все какое-то еще там греческое, или там все караимское. Нет, ни в коем случае. И вот я обращаюсь к тем крымчанам, которые сейчас смотрят этот эфир, и услышат мое пожелание. Значит, все те, кто там жил в Крыму, они должны продолжать жить. Мы просто хотим, чтобы вы стали свободными, чтобы вы избавились от этого вот рабской, психологической какой-то там составляющей в вас, которая после совковый период осталась. То, что кто-то должен прийти, и кто-то должен вашу жизнь сделать лучше. Нет, вы сами должны это сделать, жизнь лучше. Потому что жизнь принадлежит вам, Богом данная. Это ваш палисадник, это ваш балкончик, это ваш двор, это ваш город, это ваша область, это ваш край. Поэтому вы должны сами все это делать. Мы, крымские татары, просто хозяева этой земли, генетические хозяева. Поэтому без нас эта земля не живет. Та живая вода, которая питает корни этих деревьев. Мы знаем каждый родник там, мы знаем каждую тропинку, каждое дерево, и наши руки знают, и наши клеточки там чувствуют эту землю. Это возделанная тысячелетиями земля крымских татар. Поэтому мы там придем, и мы сделаем так, как хозяева должны сделать. Мы сделаем так, чтобы этот край зацвел, и все народы, которые там живут, почувствовали себя настоящими хозяевами вместе с нами. Вот это я хочу сказать, и чтобы вы нас ждали, чтобы мы хотели туда вернуться, и вы хотели, чтобы мы туда вернулись. Потому что победа в освободительном движении бывает только тогда, когда народ поддерживает освободителей. По-другому не бывает. Только через народную поддержку побеждает движение, освободительное движение. Украина это мать Крыма, и поэтому мать будет возвращать своего ребенка обратно к себе, к своей груди, к своему телу, то есть к своему сердцу. Поэтому ждите нас, мы обязательно захотите, чтобы мы вернулись, и мы вернемся, и мы вернем вам честь Украине, а вам вернем свободу.